Здравствуйте, уважаемые родители, коллеги! Вас приветствует коллектив муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Начальная школа детский сад номер 1» города Воркуты. Мы являемся сотрудниками Республиканского консультационного центра и готовы провести бесплатную консультацию для родителей, законных представителей детей дошкольного возраста. Консультации могут быть не только очные, но и дистанционные, по телефону, или вы можете задавать свои вопросы по электронной почте. По любому интересующему вас вопросу наши специалисты проведут бесплатную консультацию. Мы предлагаем сегодня рассмотреть и обсудить следующие вопросы. О том, что мир цифровых технологий может быть развивающим для ребенка-дошкольника, обогащающим его внутренний мир и, самое главное, не наносящий вред его здоровью. О правилах работы за компьютером для детей дошкольного возраста. О том, как подготовить старшего дошкольника к общению с компьютером. И об использовании информационно-коммуникативных технологий для развития детей и познавательной активности детей дошкольного возраста. Уважаемые родители, коллеги, в ходе вебинара у вас есть возможность задавать в чате вопросы нашим специалистам, и мы обязательно на них ответим. Современный ребенок, родившийся в век высоких технологий, является активным пользователем компьютера, игровых приставок, сотовых телефонов, сети интернет. Мир цифровых технологий для дошкольников – это естественная, неотъемлемая часть окружающего мира. Задача же родителей и педагогов сделать так, чтобы эта среда стала развивающей для ребенка, обогащающей его внутренний мир и, самое главное, не наносящая вред его здоровью. Особенно данная задача актуальна сейчас, в современном обществе, когда ребенок все больше и больше времени проводит у монитора компьютера, перед телевизором или с гаджетом в руках. Применение информационно-коммуникативных технологий в образовательном процессе позволяет дошкольникам получать информацию об окружающем их мире. У детей формируются более точные и полные представления о предметах и явлениях, так как задействованы и зрительные, и слуховые способы получения информации. При использовании компьютера появляется вероятность визуализации объектов в виде понятных для ребенка образов, улучшаются компенсаторные механизмы. В работе с детьми дошкольного возраста необходимо применять дидактические пособия, разработанные в ярком, доступном для понимания ребенка образе. Все вышеперечисленное позволяет создавать более точный зрительный образ у ребенка, способствует усвоению содержания и является эффективным средством наглядности. Наше учреждение посещают дети, имеющие различные зрительные диагнозы. Работая с детьми, имеющими зрительную депривацию, то есть лишенного зрительного опыта, педагоги используют презентации, обучающие программы, так как такой вид деятельности имеет свои положительные стороны. Осуществляется полисенсорное восприятие, то есть ребенок видит целостный образ предмета или явления. Дети рассматривают предметы или явления в многократно увеличенном на экране во время демонстрации фильмов или слайдов. Аудио, видео и анимационные эффекты объединяются в презентацию, что позволяет восполнить объем информации, усваиваемый дошкольниками. Возможность демонстрации предметов или явлений более доступны для восприятия сохранной сенсорной системой. Увеличиваются зрительные функции и глазомерные возможности ребенка. И вырабатываются разнообразные способы зрительного восприятия. Врачи-офтальмологи выдвигают ряд требований к работе дошкольников за компьютерами. Дошколятам категорически запрещается работать за компьютером и просматривать мультимедийные презентации в полной темноте. Запрещено изменение освещенности на мониторе,
мелькание, выключение и включение общего освещения при просмотре кинофильмов или презентаций. Запрещается демонстрация фильмов, слайдов, презентаций на стене, потому что при этом в существенной степени искажается яркость и изображение предметов. Запрещено долго задерживать взгляд на мониторе компьютера. Ребенку необходимо периодически менять направление взгляда. Это дает возможность глазам отдохнуть. Опыт работы нашего консультационного центра показывает, что современных родителей дошколят, особенно для детей с нарушением зрения, которых, согласно статистическим данным, становится все больше и больше, очень беспокоит вопрос: как сделать так, чтобы мир цифровых технологий стал развивающим для ребенка и не наносящим вред его хрупкому здоровью? Проанализируем особенности организации детей с различными зрительными заболеваниями при работе за компьютером. При миопии, то есть близорукости, ребенок хорошо видит вблизи расположенные предметы и плохо удаленные. Ребенок с диагнозом миопия утомляется при плохом освещении, видит предметы диффузно, то есть расплывчато. У ребенка с миопией нарушается сумеречное зрение. Зрительная нагрузка у вашего ребенка должна быть минимальной. Перед экраном ребенок с миопией должен находиться на переднем плане. Следующий слайд – гиперметропия, то есть дальнозоркость. При дальнозоркости ребенок видит плохо как вблизи, так и вдали расположенные предметы. При дальнозоркости необходимо ограничивать ребенка в работе вблизи, чередовать зрительную работу вблизи с переведением взгляда вдаль. Перед экраном ребенок с дальнозоркостью должен сидеть на заднем плане. Амблиопия – это форма понижения остроты зрения, ослабление зрения при отсутствии видимых повреждений глаз. Причинами амблиопии являются функциональные расстройства зрительного анализатора. Если амблиопия – нарушение врожденное, то ребенок может и не знать, что он видит мир как-то по-другому, и жаловаться родителям не будет. Перед экраном ребенок с амблиопией, с низкой остротой зрения, занимает место впереди. Ребенку, самое важное, необходимо дать некоторое время для рассмотрения предмета или изображения. Не спешите. При разной остроте зрения обоих глаз, то есть при разных зрительных возможностях, ребенка необходимо посадить лучше видящим глазом к центру. Рассаживать детей перед экраном необходимо с учетом попеременной окклюзии. То есть если у ребенка окклюзия справа, то его необходимо посадить на противоположную сторону. Косоглазие – это нарушение в симметричном положении глаз при взгляде прямо или в других направлениях взора, сходящиеся или расходящиеся. Ребенок испытывает трудности при направлении взгляда на объект. Нет четкого видения предметов. Если у дошкольника сходящееся косоглазие, то он должен сидеть в центре перед экраном. При расходящемся косоглазии дошколенок должен сидеть на заднем плане. Важно, уважаемые родители и педагоги, строго соблюдать зрительный режим, чередуя зрительную и тактильную работу с работой на слух, учитывая при этом зрительные нарушения ребенка. Уважаемые родители, помните, что детям предпочтительнее начинать освоение компьютера или гаджетов не ранее 3-4 лет. В этом возрасте дети уже начинают понимать слово «нельзя», и с ним можно договориться о времени. Психологи придумали интересную формулу. При ее помощи рассчитывается приблизительное время, которое ваш ребенок может проводить за компьютером без вреда для своего здоровья. Например, возраст умножаем на 3. Это будет количество разрешенных минут.
Далее полученные минуты умножаем еще на 3. Это время отдыха. Например, вашему ребенку 5 лет. 5 умножаем на 3 – 15. 15 минут ребенок играет за компьютером. 15 умножаем на 3 – 45. 45 минут ребенок отдыхает. Очень важно организовать детское место для игры за компьютером. Необходимо следить за правильное положение ребенка. Спина ровная, локти и колени находятся под углом 90 градусов. Расстояние от глаз до монитора не менее 70 сантиметров. Хорошее и правильное освещение. И обязательная зарядка после пребывания за компьютером с выполнением специальных упражнений для глаз. Ограничение времени пользования компьютером в зависимости от возраста. Можете применять формулу, о которой мы говорили выше. И тщательный подбор игр, учитывая индивидуальные особенности детей. И обязательно, уважаемые взрослые, контроль за сайтами, которые посещает ваш ребенок при помощи специальных ограничительных программ. Мы живем в эпоху развитых информационных технологий. Без знания компьютера современному человеку очень тяжело. Стоит относиться спокойно к тому, что наши дети рано или поздно освоят эту чудо-машину. Это поможет им в обучении и в поисках в дальнейшем более престижной работы. Главное – помнить о том, что хорошо, а что плохо, и соблюдать элементарные правила работы за компьютером. А о том, как подготовить старшего дошкольника 5-6 лет к общению с компьютером, вам расскажет педагог-психолог нашего учреждения Альбина Ивановна Санцова. Альбина Ивановна, доброе утро. Доброе утро, уважаемые коллеги и родители. Да, действительно, сегодня дошкольники проводят за компьютером достаточно много времени. Нередко родители только рады этому. Ребенок не мешает им заниматься своими делами. Но многие ли родители задавались вопросом, готов ли он к общению с компьютером? Эту проблему редко обсуждают, а многие даже не подозревают о ее существовании. И напрасно. От чего зависит эта готовность? Можно ли подготовить ребенка к общению с компьютером? Прежде всего, поговорим о функциональных возрастных особенностях и возможностях детского организма, определяющих его готовность к такой сложной самостоятельной деятельности, как овладение навыками работы с электронными носителями информации. Какие значимые функции необходимы для работы на компьютере? Общение с компьютером для дошкольника не является привычным видом деятельности. Оно требует максимальной мобилизации внимания, концентрации сил. Главными проблемами любой деятельности дошкольника является организация, внимание, способность сосредоточиться на определенное время. На начальном этапе обучения ребенок учится работать с клавиатурой, быстро и точно нажимать нужные клавиши. При этом ребенок периодически переводит взор с экрана монитора на клавиатуру и обратно. За 10 минут такой работы на компьютере ребенок обычно делает до 80, до 100 таких движений. Но нередко приходится работать и в более быстром темпе, так как навязывает эта программа. В этом случае дети испытывают затруднения в поиске нужной клавиатуры, допускают ошибки. Следовательно, значимыми для работы с клавиатурой будет организация деятельности и сформированность двигательных функций. Ребенок рассматривает на экране разные предметы, объекты, разной величины, переводит взор на клавиатуру и, отвлекаясь, фиксирует взор на более удаленных предметах. Следовательно, развитие его зрительной системы, испытывающей повышенную нагрузку, также будет особо значимо. Занятия на компьютере связаны с решением постепенно усложняющихся пространственных и логических задач, требующих достаточно развитого абстрактного мышления, умения сравнивать, сопоставлять, анализировать, а также способности быстро мобилизовать все свои знания и навыки.
Отметим в дополнение к сказанному, что дошкольники работают с разными компьютерными программами. Работа с новой программой предполагает каждый раз иные пространственные двигательные реакции, координации рук, связанные с управлением, то есть нажатием на клавиши клавиатуры. Расположение горячих клавиш при смене программ постоянно меняется. При переходе на новую программу детям приходится запоминать предлагаемые правила управления и расположения клавиш. Следовательно, для успешной работы дошкольника на компьютере необходим достаточный уровень развития рабочей и зрительной памяти. Более сложные программы требуют достаточного уровня развития логического и наглядно-образного мышления ребенка. Начинать развитие значимых для работы на компьютере функций следует с первых же занятий, когда дети испытывают наибольшие затруднения в управлении компьютером. Сколько нужно знать и запомнить, изучить клавиатуру, назначение клавиш, освоить приемы управления компьютером, требующих сложных зрительно-двигательных координаций, когда необходимо точно нажимать на нужную клавишу и одновременно следить за экраном. Кроме того, ребенку приходится запоминать правила управления для разных компьютерных программ. Понятно, что и развивать мы будем в первую очередь те функции, которые особо значимы на начальном этапе общения ребенка с компьютером. Предлагаемый комплекс упражнений разработан для дошкольников и адаптирован к возможностям детского организма. Он поможет подготовить ребенка к общению с компьютером. Все упражнения оказывают комплексное воздействие на развитие дошкольника, формируя организацию деятельности, внимание, восприятие, мышление и в то же время направлены на преимущественное формирование тех функций, которые мы назвали значимыми для компьютерных занятий. Упражнения комплекса подразделяются на 3 группы. Это развивающие точность и координацию движений, развивающие преимущественно тонкие движения кистей и пальцев рук и развивающие кратковременную память. Родителям следует набраться терпения, не торопить ребенка, так как формирование указанных функций – сложный и длительный процесс. Занятия следует проводить в отвечающей дошкольнику в игровой форме. Очень важно также, чтобы упражнения не вызывали у ребенка утомления и чрезмерного возбуждения. Содержание игр должно быть простым, интересным и эмоционально привлекательным для детей. Предлагаем вам для просмотра видеоролик, где показаны упражнения из каждой группы. И вы, родители, можете не только их использовать, но и по аналогии с ними придумывать свои варианты. Приятного просмотра! Уважаемые слушатели, вам могут быть полезны советы учителя логопеда нашего учреждения. Развитие правильной, красивой речи. Вот чем стоит заниматься с ребенком ежедневно, в том числе и с помощью детских онлайн-игр. Предлагаю вашему вниманию рекомендации учителя логопеда нашего учреждения Татьяны Григорьевны Тихоновой. Татьяна Григорьевна, доброе утро. Доброе утро. Уважаемые участники вебинара, мы с вами являемся свидетелями того, как современные дети легко и просто осваивают компьютер, как они научаются работать с клавиатурой и мышкой, и делать это легко и быстро. И это хорошо и правильно, потому что качественно развивающие игры очень хорошо стимулируют развитие таких высших психических функций, как внимание, память, речь. Также развивается мелкая моторика, тренируется мышление. Ребенку приходится самому соображать, как собрать пазл, как лучше раскрасить картинку, как лучше решить ту или иную задачу. Совет, уважаемые взрослые, постарайтесь помогать своему ребенку только в том случае, если он явно не понимает, как нужно сделать, или уж совсем не может справиться с задачей. Гораздо лучше и полезнее для самого ребенка, если он справится сам. В этом случае у него повысится самооценка, он сделает еще один шаг в развитии, научится делать то, что он не умел делать до этого. Стоит отметить, что такие детские онлайн-игры позволяют развивать позитивное творческое мышление,
позволяющие решать поставленные задачи как на основе шаблонов, так и в нестандартном ключе. В результате этого активно работает левое полушарие мозга, отвечающее за аналитическое мышление и эффективность поступающей извне информации. Конечно, важно понимать, что за самыми интересными и увлекательными играми нельзя просиживать часами. Это особенно важно для самых маленьких наших чад. 15 минут в день ребенку в возрасте 5 лет не создадут дополнительной нагрузки для глаз. Излишне не перегрузят психику, а пойдут только на пользу развития ребенка. Я хочу познакомить вас с некоторыми порталами с онлайн-играми, которые полезны будут для ваших детей. Все для детей, так называется этот портал. Там очень много обучающих игр. Я думаю, что когда вы зайдете, вы увидите, это действительно очень увлекательно. Сайт «Солнышко». В коллекции этого портала очень много игр. И, что интересно, они разработаны специально для этого портала. Есть еще один портал «Играем.ру». Здесь детские онлайн-игры. Здесь вы найдете игры на развитие зрительного внимания, памяти. Есть любимые детьми раскраски. И очень важно, здесь есть игры для малышей. Сайт «Веселые уроки». Уже в самом названии читается главная идея – развивающие игры. Самоучка. На этом сайте игры для старшего дошкольника. Они помогут подготовить вашего малыша к школе. Там и знакомство с буквами, с какой буквы начинается. То есть все для подготовки к школе. Среди ресурсов с онлайн-играми хорошие логопедические игры можно встретить на таких сайтах, как компьютерные пособия для развития речи, Логозаврия, Теремок. Интерактивные игры и тренажеры помогают в коррекционно-развивающей работе с детьми, имеющими нарушения речи. Они помогают развивать фонематический слух, грамматический строй, обогащают словарный запас. Совет вам, уважаемые взрослые. Заполните жизнь вашего ребенка интересными занятиями, и необходимость ограничить его в гаджетах очень скоро отпадет. Почему я вам в первую очередь советую такое? Сама по себе наблюдаю, что стоит сесть посмотреть только на 3 минуты, зайти посмотреть почту, и я смотрю, у меня уже 40 минут в интернете. Поэтому очень важно ребенка отвлекать, потому что это увлекает и взрослых, и детей. Объясните ребенку, что гаджет нужен только для дела. Нужно сократить время, проводимое в игре. Как это сделать? Да очень просто. Есть программа «Родительский контроль». Тихо, спокойно, удобно и понятно, и вам, и вашему малышу подскажет эта программа. Занимайтесь спортом со смартфоном. Для них и планшетов существует море спортивно-тренировочных приложений. Как научиться отжиматься, подтягиваться, играть в футбол, бегать и даже танцевать. Не надо самому придумать, чем занять засидевшегося ребенка. Программа сама подскажет, как, что пора ему двигаться. Разумеется, это не замена спортивной секции или настоящего тренера, но как развлечение, чтобы не давать сидеть ребенку целый день за компьютером, крайне полезно. Для гаджетов GPS есть программы спорттрека. Они запишут маршрут прогулки. А если подключение к интернету, то наложат его и на карту. Малыш сможет посмотреть, как высоко он поднялся на холм, а сколько калорий при этом сжег. Очень увлекательный способ привлечь ребенка к двигательной активности, особенно если он перебирает в этом своем пристрастии. Творческие навыки тоже можно развивать за счет компьютерных игр. Научите ребенка фотографировать, самому снимать видео, тут же собирать их в ролик, наполнять титрами, заставкой и музыками. Детям нравится, но для начала придется взрослым самим освоить эту программу, а потом уже вместе с ребенком осваивать игры. Ну что мы хотим? 21 век. Спасибо вам большое. Спасибо, Татьяна Григорьевна. Уважаемые родители, коллеги, по любому интересующему вас вопросу, повторюсь, наши специалисты проведут для вас бесплатную консультацию. Записаться на консультацию можно по телефону или по электронной почте, которые вы видите на слайде. Уважаемые слушатели, наша встреча подошла к концу. Нам очень хочется надеяться, что мы смогли раскрыть тему о дошкольнике в мире цифровых технологий и ответили на важный вопрос, который интересует многих родителей. Как не навредить? Мы можем сделать вывод, что использование информационно-коммуникативных технологий с учетом определенных правил и требований
открывает новые возможности и перспективы развития перед ребенком-дошкольником. Мы будем очень вам благодарны за несколько слов отзывов в чате или комментариях. Мы желаем вам и вашим семьям здоровья. И еще раз здоровья. До новых встреч. До свидания.